Прежде чем залить наше молодое вино в бутыли, их надо тщательно помыть. Так как моя рука не пролазит в этот бутыль, я использую зерно пшеницы. Пойдем заливать вино. Основной этап брожения закончился. Как мы видим, бочки перестали бурлить. А значит, наше молодое вино надо перелить в стеклянные бутыли. Снимем первую пробу нашего молодого вина. На запах перебродивший виноград. Оценим на вкус. Вкус от запаха ничем не отличается. Не люблю молодое вино. Начнем переливать наше вино в бутыли. Желательно шланг опускать до конца, чтобы виноградный сок не насыщался кислородом. Бутыли с перебродившим виноградным соком я перенес в винный погреб. В помещении здесь температура не более 16 градусов, что более способствует опаданию осадка и получению чистого виноградного сока, а то есть вина. Вместо крышек я использую вот такие вот резиновые перчатки, так как вино еще играет. И чтобы наши бутыли не разорвало, до полного отделения осадка я буду пользоваться ими.